профильным организациям. На заседании парламента вопросы рассматривались согласно повестке дня. В числе первых проектов внесение изменений в закон о контрольной палате, согласно которому председатель контрольной палаты и его заместитель будут назначаться и освобождаться от должности парламента. Кандидатуры на эти должности будут выдвинуты самим парламентом, либо группой депутатов, 1/3 от общего числа. Данные изменения позволят сделать контрольную палату абсолютно независимой от исполнительной власти. Депутаты поддержали это предложение. Далее указанный проект закона будет доработан и представлен на рассмотрение Народного собрания в третьем чтении. Затем парламентарии обсудили и приняли в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон об основах налоговой системы в Абхазии в отдельные законодательные акты. Проект определяет общие принципы построения налоговой системы, устанавливает виды налогов, сборов, пошлин, вводит права, обязанности, а также увеличивает ответственность плательщиков. Введение этих понятий уже четко регламентирует весь этот порядок и снятие с учета, и установки на учет, где человек должен платить налоги, как это называется, что такое обособленное подразделение, дается понятие, что такое иностранная организация, дается понятие. Это то, чего не хватало у нас в налоговой системе. Депутаты довольно активно обсудили постановление Народного собрания об утверждении сметы расходов на содержание Национального банка за 2015 год. Председатель Банка Абхазии Беслан Баратели рассказал депутатам о том, что в целом расходы на 2015 год предусматриваются в сумме 342 миллиона 213 тысяч рублей. Он объяснил, что по сравнению со сметой на 2014 год увеличение составит 36 миллионов 274 тысячи рублей. Речь идет о том, что повысились некоторые параметры этой сметы, связано с тем, что у нас увеличиваются обороты и процесс кредитования. Самым большим и существенным разделом нашей сметы являются расходы на формирование провизии. Это резервы на возможные потери по судам, 200 миллионов и сметы. Это суммы, которые идут на резервы, связанные с кредитованием коммерческих банков. Далее парламентарии утвердили в первом чтении еще два законопроекта о бюджетной классификации и об основах бюджетного процесса. По словам министра финансов Амры Гваранза, законы помогут внедрить в республике казначейскую систему и сделать финансовые потоки более прозрачными и управляемыми. Необходимость внесения изменений в закон о бюджетном устройстве связано с тем, чтобы устранить внутренние противоречия, которые существуют в сегодняшнем законодательстве, и привести его в соответствие с законом о бюджетной классификации. Депутаты единогласно приняли постановление об обращении к законодательным органам Эквадора, Боливии, Кубы, Антигуа и Барбуды, Сент-Люсии и Доминики с просьбой о признании независимости Республики Абхазия. Депутат Саид Харази предложил помимо обращений к парламентам латиноамериканских государств обратиться также и к послам Российской Федерации в этих странах с просьбой об оказании содействия в этом вопросе. Наше обращение является продолжением политики нашей страны о расширении международных связей Республики Абхазия, так как ранее мы обращались с просьбой о признании в Республику Казахстан и Белоруссию. Наша общая цель – это международное признание нашей богохранимой страны Абхазии. Один из законопроектов о даче согласия Кабинету министров на перевод из категории в категорию предоставления земельного участка площадью 1,5 гектара в селе Лдзага Горского района для строительства санаторно-курортного комплекса депутатами был отклонен. Сария Смыраков, Пущан, Абхазское телевидение.